Доброе утро алкоголикам. Я не алкоголик, я вообще нормально пришел. Нормально. Не залегать-то. В 12 часу? А? В 12 часу? Чего врешь-то? В 12 часу я уснула. Бұны, короче, достар кесе қалдырып кеттім. Собутыльниктарыман бірге. Мен там наш черт, ұйқым келеді, енімді қайттым да ұйықтаным. Этот остался со своими московскими и оренбургскими собутыльниками. Во сколько домой пришел, не знаю. Я его сейчас вообще беру и оставляю. И сама иду спать. Потому что мне неинтересно уже с ними тусить. А ему неинтересно уже со мной. Так и до развода мы можем дойти. Да? Кому-то из нас придется начать пить или заняться спортом. Выбирай. Ё-моё, бля. Чего? Он в 11 домой вернулся. Алсади открывал, а она В 11? Ну, даже не 12 часов, в 11 я вернулся. Ой, мой маленький кабачик. Да. Киля Петевала. Я по-человечески хожу. По-человечески. Не как алкаши. Киля Петевала. Опьянел. Кто? Кто опьянел? Нет. Давай, спортом будешь заниматься? Спортом будешь заниматься? Нет. Почему? Спорт и труд несовместимы. Спорт и труд? Да. В смысле спорт и труд Ну, несовместимы? трудиться надо хоть раз сразу же. Дофига до работы. Какой там спорт нафиг? Вот надо уже сразу же на Как следующий это? день. Слышали, да, спорт и труд несовместимы. Впервые такое слышу. Да. Я сейчас ходила и думала, знаешь, что нам надо этот общий хобби, Альберт. Потому что так не пойдет. Вот ты любишь тюлень и отдых, да. И, Ней, мне с тобой скучно. А тебе со мной скучно. Поэтому нам надо что-то общее, Альберт. Ну, я не знаю вообще, что. А? Что вообще? Я, может, думаешь, тоже со мной по утрам начнешь ходить? Че? А чё? Иди ходи, я не хожу. Я и так хожу целый день. Я, сын, Альберт, я сейчас серьезно вообще-то говорю, а не шучу. Ну, отдых-то кто ходит, Милюша? Все ходят, вот я сейчас хожу же на фитнес, все Они, ходят. значит, вечером в 9 ложатся спать. Ну, как я, тоже в 9 спать ложусь. Фига тогда я сюда приехал. Ну, нам надо что-то общее, Альберт. Общее, кушаем мы общее. Общее. Ой. Общий кушаем мы, блин, у нас есть что-то общее с Альбертом. Мы общий кушаем, понятно? Да, ну давай хотя бы одно мое что-то перемени или что-то. Блин, я боюсь, если я вечером буду сидеть, утром буду ходить, у меня сердце остановится. Давай вечером хотя бы ходить тогда. Давай вечером. Давай вечером ходить. Ладно. Пойдешь сегодня со мной вечером? Ладно. М? Ну, 5 где-то. Ладно. Ага. А хин хадыр киске хатты бесел даша нисик пойдем ты хинин башы. Там еще нормально. Исрик келиш пойдешь что ли? А может, не буду пить, никто его знает. Ой, на завтра я точно не пойду сегодня. Почему? Мне надоело их завтрак. Ну дай их не завтрак. Дай им похмелье. Похмелье. Эх, нормальные. А? Нормально, похмелек. Или пойти, Микен. Короче, мы ни к чему не пришли, достар. Не получилось договориться с Альбертом. График жизни не подходит. Раздельные графики. Вот у нас в комнате, да, в номере стоит капсульная кофемашина. Я уже показывала. И хочу, знаете, что вам сказать. Оказывается, капсульное кофе намного вкуснее. Мне понравилось больше капсульное кофе, которое вот эта машинка делает. А тот кофемашинка, которая у нас дома, я поняла, не очень-то вкусный кофе получается. Почему так? А может, на вкус и цвет товарищей, как говорится, нет. Ну, вот это прямо нежное такое, вкусное такое кофе. А? Капсулы очень дорогие. А? Капсулы не дешевые. Не дешевые? Да. А сколько стоит? Вот я сейчас выйду, посмотрю в Озоне, сколько стоит. Да? Сейчас Альберт посмотрит в Озоне и скажет, сколько же стоит капсулы для капсульной кофемашины. Ну, блин, так вкусно, мне очень понравилось. Так, что я взяла на завтрак? Взяла очень жирную лепешку жареную. Не удержалась, прямо обожаю я ее. Нахтамля. Это, короче, башкирский майк-мэк. Потом взяла кукей, сыр взяла и огурцы с зеленью. Надеюсь, все мне это влезет, потому что я очень голодная. Мама, расстроился. Он это не делает, все. Мама мне напоминать дает, минут хватит. Потому что загруженный утро. Кися эсивері 5 мың ақша жоғалтқандай, теперь расстроенный сидеть. Нечего без жены эсивері. Постоянно пишут люди. Что вы никуда не ездите? На экскурсии никакие. Вот этот человек не ездит никуда. Ничего не хочет. Целый день хочет лежать на пляже, пить пиво и все.
Я же приехал на отдых, говорит. Имею право. Из-за него мы так лежим. Наш турагент опять нам сделала подарок. Когда у нее мы берем путевку, она всегда нам кабанчик в подарок делает. Кабанчик это не кабан, это ней. Вот. Хорошо. Такие пляжный домик, прямо Ярвуин, да. Всегда вот такой вот нам подарок делает. Вот такие вот кабанчики, прямо с видом на море, Достар. Можно здесь и завтракать, и обедать, и ужинать. Официанты возле тебя круглый день бегают, приносят спиртные напитки, еду, короче, все, что захотите, то и приносят. Каждому кабанчику прикреплен свой душ. Есть 3 шезлонга вот на улице, прямо 1, 2, 3, видите, с белоснежными. Просто. Вот можно шторки, кстати, закрыть, шторки есть. И вот тут внутри вот такие вот диванчики с подушками. Вон, Альберт уже таял это. Вот. Много людей вмещается. Здесь есть холодильник. В холодильнике, вот, друзья, вот вода и газированные напитки. Потом здесь даже нарды положили. И смотрите, офигеть, 2 упаковки воды. Думают, мы это все выпьем, Никит. 2 упаковки пива, Альберт и Сабитурини, конечно же. Упаковка салфеток есть. И вот также вентиляция. Вентилятор работает. Да, Альберт хан малдрахай. Здесь вот на диванчике махровенькие такие эти тушектор. Тушектор, как по-русски, вот я не знаю. Берете вот такой вот этот, как там, QR-код или что называется вот эта штука. И по меню здесь можно выбрать, что вы хотите пить, есть. И вам приносит официант. Вот такой вот стоит на столике. Пепельница есть, сахар есть. И даже вот столовые приборы, тарелки с вилками. Сейчас я вам покажу, Достар, лайфхак от башкирской домохозяйки. Если вам шорты стали или там джинсы стали велики, вот эти шорты, да, я покупала в Адлере. Это будет сколько? 3 месяца назад, что ли? Нет, да, 2. 2 месяца назад. И они мне стали большие. Вот, видите, как они висят. Вот. Видали? Вот. И я, знаете, придумала. Это, конечно, не я придумала, буду врать, если скажу, что это я. Но я где-то видела в интернете, лайфхак. Короче, вот, шорты большие, да, или джинсы, да. Берете, вот смотрите, вот эту вот застежку, пуговку, натягиваете ее вот сюда. Вот. Сейчас. Вот так вот. Видите? Продели ее сюда. И потом застегиваете. Вот. И все. Смотрите. Видали? Капка крас. О, и ничего не спадает. Вот такой вот я как там, изобретатель. Лайфхакерша. Башкирская домохозяйка. Этот лайфхак Следите. уже лет 6 гуляет по ТикТоку и Инстаграму. Че, правда, что ли? Да. Лет 6? А что ты мне раньше не говорила? А я же не знала, что тебе он нужен. У меня когда большие вот эти шорты были. Ну ладно, теперь этот лайфхак мой. Так что следите всегда за сторисами. И у вас будут новые лайфхаки от башкирской домохозяйки. Как уменьшить размер одежды. Запатентуй этот лайфхак. Ну нет, смотри, прикольно же смотрится, да, Заля? Смотри. Ну да. Незаметно же, да, что вы так сделали? Или заметно? Но только вот здесь чуть-чуть складочка и все. Ну, не красиво или красиво? Да нет, Ну, нормально. мне тоже кажется нормально, прикольно даже смотрится. Да. Ой, а что за пакет с этими подсолнухами? Это же мне подписчица подарок отправила. Я только забыла, с Екатеринбурга вроде. Она сшила специально для меня вот такой вот сумка. Шоппер, по-модному. Шоппер. Я его даже с собой привезла. Так, тут у нас вот. Нейдар, ювасалар с сыром. Окей. Кофе сыр. Потом еще здесь у меня бишинья. Это как в поезде, блин. Как будто бы майдарный, блин. Банда бишинья. Макароны вообще-то. Макарон же бишинья. И сухофрукты даже. Я думаю. Чего? Ты че как та самая тетушка, которая сама везде на Зато ас калмайхын. Галия. Там какой-то внутри джем. Как вкусно. Попробуем. Особенно с кофе. Это просто отвал башки.
Так вкусно. Вот, смотрите, Достар. Еще с таким шикарным видом. На. Это просто мечта же. И мечта Альберта. Купно пиво. Ну, купно пиво. Не мечтаем на завтрак пиво и баллах. Это хорошая салфетка, Заля, которая у нас в комнате была, как тряпичная. Надо ее в мою сеточку с подсолнухами положить, чтобы потом еще можно было еду таскать. Везде. А чё? Экономия должна быть экономной. Не трогайте мою сетку. А, и 4. Раз, два, три, четыре. Муха что? 5-1. Вот ты любишь капитан. Почему у тебя всегда куш сыхала вообще? Это вообще нечестно. На телефон уже Ай, все, я проиграл, не ладно. Yine atıyorsun da yine yok. Yine atıyorsun yine. Evet, atıyorsun işte. Hani aşağıya gelmiyor. Hayır da. Aşağıya. Bir tane. Давай, бургер. Evet, apetita. Суп суп баранги. Nasıl суп суп? Öyle abi taşan Albert. Buna karakada kuppa заказать. Ну это же вообще капец. Ай, блин. Пускай сами кушают вот это. Даже пицца заказать. Вот это, смотри. Это с утра еще сделали? Нормально ела. Бuna ашындаша. Даже аш заказать, представляете? Ничего аш заказать-то. Я аж хотел. Аш хотел. Ну вот давай хадыр аш ашайын де. Ну вот это вообще капец. Аптырагандардар не бар, шухадар мне заказать кендер деп. Дәмдеме? Угу. Давай ашыңды аша. Вот это тоже уберите, вот сейчас принести, он холодный, вообще абсолютно. Да, конечно, но еще его, но вот это тоже, его кушать невозможно. Нет, ну сколько 40 минут ждать, и все холодное, нафиг. Мишугун да сисмей карагыз достар. Бұл ашын аша отыра. Нешеп мишугун сисменің? Так, вкуснее. Дәмдеме аш? Лавжа шап. А? Лашнық шап. Тойдың ма? Вообще тоже. Иреші талаш официанттар менен заказать деп алды өдімді аш. Картошка фри. Альберткалық кіжіңдай дейін. Баранга бар, шапма Какой-то шаурма заказать. И вис аша өтті достар, представляете? Не, эскестегі пиво ашқа айныта, асықтыра. Все, теперь хар балдеет. Издеваться меня, пора ли? Ну что за фигня? Раз, два, три, четыре. Ну еще куля, не, пятый куш был. Что за фигня, блядь? Раз, Это вообще нечестно, Два. между прочим. 3, 4. Куш, Артнал, куш. Ну вот карам, это честно что ли? Это А? твоя рука, твоя рука владыка. Владыка, твоя рука, владыка. Это может быть твоя рука, владыка, но не моя рука, владыка. Ты не блядь. умеешь играть, нафиг играть. А что не умеешь играть, если камни так этот, ложатся? Вот так надо крутить, крутить, Как крутить? вот так. А ты не крутишь же? Ну вот сейчас я буду А ну-ка. крутить, давай, Давай, вот, давай, вот давай, так, давай. вот так, вот так. И чё? Давай! Крутите нам ваши 2.11 ты крутите. Крутить надо. Это твоя рука была, я заново кидаю. А еще у меня моя мина, что? Люня, нафиг. Нифиг не браться, если не умеешь играть. Ну не мекей, не браться, если не таш тавшать, ты же птиктора, бля. Будем курмень, не меня таш туши. Ты же кидаешь, никто не кидает. Ну понятно, что я кидаю, ну значит мне невезучая рука. Кирин, значит, везучая рука. Atmet magana sen maç kongram treyim. Bak öyle. Или если у нее андачик, уже путь меня не Bak. Когда с друзьями отдыхали с казанскими, у меня хоть этот был Амир был. Мы с ним снимали вайны, приколы, пели песни, танцевали. А сейчас не с кем даже снять, потому что я никого тут не знаю. А мне нужны люди для вайна, потому что я там одна не могу. У меня несколько вариантов вайнов есть, и там нужны люди мне. Не с кем даже снять вайны. Прикиньте. Ты заметил, что пляжда брюктен веселят, ну, веселство плаванда? Заметил? Ну сами писать. Только надо же. Дурак, что ли? Я не жаль писать там. Это столько плаванда. Это я что плаванда. Вот иду, да, смотрю, доктор,
пляжда bütün писалар işletip alгандар буфера. Представляете? У меня у одной нет буфера. Вообще ең күйеулері. Менікі халварап пішкен. Қатындар даже олы бисалар işletip алгандар. Представляете? Все. Құтты сүрдің. Не, мен сені көрем, мен жоқ болдым. Нет, я не буду прыгать. Қорқам мен. Не, пташка келдім. Че, как, қарабында? Рахат ма, освежился? Ага. Рахаттана, балалар. Я как будто его мамаша была. Привела его на пирс прыгать. Номер 1 республики. Блин, ты капанчикта яткандан тегі не беседкала, evet достар. Хәзер бұл пляжда кыймай уже. Бunda потому что нык кеше күп, evet, и нык шумно бunda. Балалар акырышалар, мызгышып тора, прям теге муравейник. А тегенде тыныс кына. И то, что теге анда обслуживание бар инде, шуны һәйбәт. А бunda не үзең барып заказывать тагын напитоктар. Но опять-таки повторюсь, напитоктар весь не бында включено. Все полностью. Айран да, газированные напитки, соктар да, ниндей телең соктар бар. Чай, кофе, ниндей телең спиртной напитоктар. Все включено. Потому что, еще раз повторяться, не үсін мен айтам, сөнки достар постоянно шул вопросы мне задают. А напитки включены ме? А шоу включено? Весь включено. Это же все включено. Булгас, прямо все включено. Достар. Шуны біліп қояды. И, ну, мына кімдер шул мына ошы пляжда ятамы. Ошы пляжда, evet, шезлонгтар. Бізде в основном шундай яталы. Онда барып алаһың үзең напитоктарды, үзең заказать тәһің. Онда прямо яр буенда весь бардар, кафелар, кофейнялар, теге ашай торган ресторандар весь яр буенда урындашкан якын гына. А мына ошыны һымак теге беседка, павильончиктарда, бында һиңә әпкилеп бирәләр. Ана баягы алып ирешеп талашып үткән. Буңап килгән тәртип. Бында шуны һәйбәт инде, то что весь полностью әпкилеп бирәләр, весь полностью обслуживать итәләр. Но это дорогое удовольствие. Бындай кабанчиктар көненә где-то 10 мең тора обслуживание. Даже көненә лә түгел, с 10 утра до 6 вечера. Уйлап караһаң, бер көндә юк бит, бернисә сәгать кенә, 6 сәгать. 6 сәгать мәле? 9 часов. 9 часов. За 9 часов вот, конечно же. Но без алматыны күнде просто бізге подарок келді. Представляете, мне чисто случайно осыраттым үзебездин землячканы Гульнараны, Хайбулла районынан. Представляете, ул оказывается бында до беданда эшлей икән. И вот шуга хәзер һорашырга булдым. Нисек башы бында килеп эләккән ул? Нисек яшәй? Нисек эшләй? Гульнараның вообще вакыты юк, но она согласилась 5 минут кына на мои вопросы поотвечать. Мана таныш булды. Гульнара, Хайбулла районынан нисек бында килеп эләкте? Можно на русском? На русском? Evet. Ага. Потому что все время на турецком сөйләшкәс, башкортса не могу говорить. Кстати, Дутар, вот это не первый человек мне так говорит. Вот в прошлом году, помните, тоже мен башкорт кыздарын осыраткайм, evet, тоже до беданда, evet. Алар тоже тилдерин уnuткандар ине. Прикиньте, как так получилось, Гульнара башкорт тилин унуттуңузбу? Унутмадым, но долго надо думать, чтобы на башкирском заговорить. Это не все елесинде шулай перемена тилип получается, мен, получается, студенческие года в Москве училась, поэтому в основном на русском разговаривали. Эсей менен, атай менен, апай менен, агай менен, со всеми на башкирском общались, но очень редко шуга, унутуп барам. Но турецкий у меня сейчас лучше за счет моего башкирского языка. Турецкий тилди, наверное, легче было öğrenirken. Да, отталкиваясь от башкирского языка, намного проще было выучить турецкий. Вот. В Москве, получается, я отучилась 6 лет, поработала химиком 1 год, заработала путевку в Турцию, получается, приехала сюда. Вы, получаете, по профессии химик? Химик. Приехала сюда в отпуск. И в отпуске в отеле познакомилась со своим будущим мужем. Он работал в отеле, получается? Он, получается, работал в отеле на ресепшене. Вот так у нас произошло Завязался роман. Завязался роман. Завязался курортный роман у Гульнары. Представляете, мы с человеком, который работал в этом отеле.
Да, И? не в этом отеле. А, не в этом, Да, ага. другой отель был. Ну и Но мы... ты, наверное, серьезно не восприняла этот А, роман, да? Ну, не знаю, но уже настрой был какой-то, потому что уже и возраст, как бы, мы оба уже довольно-таки во взрослой, ну как, уже в возрасте встретились, Ага, и уже надо было, пора было и ему, и мне жениться, ага. и, соответственно, мы встречались совсем недолго, то есть в течение года мы поженились. Не, подожди, почти сразу. получается, ты вот, роман у вас случился, и у тебя же отдых закончился, ты уехала. Да, уехала, но мы очень долго общались, он успел еще отслужить в армии. А, Вот, поэтому пока он служил в армии, мы общались, продолжали общение, и пока он служил, он учил русский язык, ага. и очень хорошо его выучил, получается. Ради тебя. Вот, ради Мгм. меня. И А потом приехал, получается, в Башкортостан делать предложение. нет, он приехал в Москву, я в Москве работала. А, в Москве. Да, Ага. у меня как раз мама ко мне приехала, вот в Москве мы познакомились с родителями моими, и, соответственно, он через некоторое время меня забрал. Ага. А его родители не были против? Но все-таки думают, о, түрікке үйленерге тиіш. Типа вот так же говорят обычно мамаши. Нет. Нет? Нет, меня очень хорошо приняли. Да, у меня замечательная свекровь, замечательный свекр. Они во всем меня поддерживают. Ты не звала его в Москву, не говорила, айда будем там жить, работать? Там же все-таки работы больше в Москве. Были моменты, когда хотелось переехать, потому что в плане работы у меня не было языка Ага. турецкого на тот момент. То есть в плане работы было немножко тяжело. Мгм. Но потом, Он не Так захотел, как- наверное, Москву. да, ему было бы сложнее в России в этом плане. Вот. Поэтому в туристической зоне очень много русских, поэтому выбрала отель и начала работать уже в туристической зоне. Выучили быстренько язык и как-то стало проще. Ага. Но адаптация тяжело проходила. Да? Да, то есть это нелегко. Получается, мы совсем разный народ, а мы вот всегда, когда в Турцию приезжаем, мы всегда думаем, ой, түріктер бізге жақын, менталитет одинаковый, біз шулай вот это обычно. Это не так получается. Совсем нет. Да? Ну, то есть это очень гостеприимный народ. Они очень ценят семейные культуры, то есть Семейные во всем, ценности, да? Да, ценности. Очень друг друга в этом плане поддерживают. Но Разводов у них меньше, чем у нас, мне кажется, это везде одинаково. да? Да. В плане денег. Я не люблю разговаривать в плане денег. Ну, на жизнь хватает. На жизнь хватает. Кризис. А что вот на жизнь хватает, даже говоришь, не- Гульнара? А я вот с уборщицей разговаривала. Она с Кыргызстана. Кстати, здесь очень много работают кыргызов. Я уже в втором доме Тани в отеле, да, в Белеке была, там тоже весь кыргыздар штейді. Представляете? И я спрашивала у них зарплату, они говорят, 80 тысяч. А шайват бушкаты, я шайват бушкаты, хикенның еще зарплата алады, представляете? А Гульнара говорит, что-то зарплата не очень. Нет, Если не очень, если зарплата- уборщица 80 тысяч. Ну, уборщицы, они работают с переработками. Ага. Вот, перерабатывают. И Она еще сказала, каждый- плюс чаевые у нее есть. Вот, чаевые у них хорошие. У меня Мгм. чаевых просто не бывает. Плюс-минус в сезоне может быть. Юзмы. О, это же хорошо же, почему на карты Гульнара? Но это зависит от премии. Если гости чаще покупают цветочки, А, то у нас- цветочки надо покупать. да. Где цветочки? Сейчас пойду куплю цветочки, чтобы Гульнара зарплата отбрала. У нас премия идет насчет, если гость покупает цветы, шарики или что-то в этом роде, чтобы, допустим, отпраздновать день рождения, то тогда добавляют на премию. Ага. Вот. А если покупок экстра меньше, то у нас падает, соответственно, премия тоже. Вот, шура, в зависимости от покупок цветов. Понятно. Поэтому А вы- мужчины, дарите Да. женщинам цветы. Дарите женщинам цветы, понятно? Айгульки и Наташки, как в песне поется. А вот если, допустим, приедет с Башкортостана какая-нибудь девчонка и захочет устроиться в отель на работу, Мгм. там, фитнес-тренером, там, допустим, аниматором, в столовую там кем-то, или вот как у тебя профессия гастролейшн, тяжело будет? Вообще это должна делать фирма сама. У нас получается, если живешь в Турции, у тебя вид на жительство есть. И отталкиваясь от вида на жительство или гражданства, тебе могут оформить рабочую визу. Если документа нету, Ага. то устроиться без документов нереально. А почему вот я видела девчонки, фитнес-тренера вот приезжают летом, они же устраиваются через какую-то фирму приезжают? Вот эта фирма, она заграничная. Я вот правда честно не знаю, как они это делают. Мгм. То есть, допустим, кыргызы, которые у нас здесь работают, они оформляют это через специальные фирмы, где
где они подают свою заявку. Тут она рассматривается и их уже приглашают. А вот я видела, что турчанки вообще курят вовсю, бурхудага Да, даже эвидеры. Вот это правда? Нет, скажите, Правда. пожалуйста. Тут очень много тех, кто курит. Вот так, білдігітме. Вот, мен в тот раз тоже көріп қалдым, чисто случайно ғана, түрік әвидәрі, қартайышып өткендер, сүрішіп өткендер, борхолдап темекі тарталар. Мен вообще в таком шоке была, мен айтам, нифига себе! Я думала, мұсылман болғас, думаю, из тартырға ярама, эсерге ярама. Юқ, достар, кстати, олар еще эселер даже, жулық әвидер эсіп тартып отыралар, между прочим. Да? Получается, у них что тут, это же мусульманская страна ведь? Мусульманская страна, и получается тут в плане алкоголя, сигарет, вот эти вот все запрещенное, они по стоимости дороже, но не знаю, мне кажется, то, что дороже, это их наоборот привлекает. Да. И показывает, как будто у них много денег, что ли. Да. Ты, получается, уже гражданка Турции? Да. А тяжело получить гражданство Турции? Ну, там несколько вариантов. Либо недвижимость, либо замужество. Еще какой-то вариант, но я забыла. Ага. А вот ты замуж... По работе. Если ты где-то 5 лет отработал все время, то есть 5 лет непрерывно в одном месте, то отталкиваясь от работы тоже взять. Ага. Гульнара, конечно, не хотела, чтобы я задавала этот вопрос, но я все-таки задам, вдруг она ответит. Чем же отличаются турецкие мужчины от башкирских наших мужчин? Ну, хотя бы пару отличий. Турки горячие парни, нет? Ой, мне так не хочется отвечать на это. Ну нет, вот да, башкиртар все равно, скажи, вот они немножко скуповатые на комплименты. Чтобы яратам тебя и это надо им нажраться в хлам, допустим, как Альберту, да, чтобы он сказал год один раз яратам, да. А вот турки, они умеют делать комплименты? Они любвеобильные? Очень. То есть в плане комплиментов, то есть это каждый день. Да? То есть просить не нужно. Это происходит ежедневно. Подарки тоже стараются стабильно. Да, Конечно. еще и подарки нам ваши, блин. Ты не жалеешь, что ты переехала вообще сюда, в Турцию? Вообще нет. Нет, да? Да. Ощущение, что я Дома. на своем месте, да. А. Что это прям мое место, куда я должна была прийти. Вот. Ну, значит, тебе повезло с мужем. И со свекровью. Мне кажется, ты больше свекровь любишь. Фу-фу-фу. Свекровь больше любишь, чем мужа, мне так кажется. Тебе так не кажется? Мне все-таки разрешили снять ресторан, пока нету никого, пока нету гостей. Сделать обзор на все блюда. Это заслуга Гульнары Гастролейшн. Помните, я делала интервью с моей соотечественницей Гульнарой, которая работает в этом отеле Тобидан. Вот она договорилась с руководством, чтобы они мне разрешили все это отснять. Спасибо большое, Гульнара, если ты меня видишь. Когда связи есть, оказывается, Достар, возможно, все. Я видела, что вот многие блогеры, снимают обзор на рестораны без гостей, когда ресторан закрыт. Оказывается, можно договориться. Договориться можно всегда, надо просто пытаться. Тут каждое блюдо очень тщательно проверяют, ходят. Главный повар проверил все блюда, да, готовятся гостям. Они прямо, знаете, каждый этот прямо блюду, к каждому блюду подходят и все проверяют. И официанты тоже вот все готовятся к встрече гостей. Я даже видела, потом подошел какой-то мужик, я не знаю кто он, но он какой-то очень главный чувак, по ходу дела. Он прямо все пришел, просмотрел, весь ресторан обошел. Без него, короче, наверное, не открывают. Меня всего лишь дали 10 минут, за 10 минут я должна успеть все рассказать. Представляете, вот тут, смотрите, вот ряд холодных закусок. Здесь есть абсолютно все. Обратите внимание, какой длинный ряд. Это не только один длинный ряд, он еще вот так вот весь в квадратах идет. Сейчас я вам покажу, сделаю обзор, что есть в холодных закусках. Есть даже, посмотрите, вот салат из кальмар, грибы, или какая-то капуста, салат из миди, прикиньте, салат из миди, какие-то вот йогурты, опять что-то с креветками, и это вот какой-то, что это такое, салат с кальмарами даже есть, представляете, салат с кальмарами даже есть, опять вот у нас тут салат с креветками, короче, такое разнообразие салатов вот так вы никогда в жизни не видели. Тут что только нету, это просто какие-то заморские блюда. И что самое интересное, вот это вот все салаты, которые здесь есть, для них еще стоят вот такие вот заправки.
Посмотрите, вот гранатовая патока, оливковое масло, лимонный соус. И смотрите, сколько йогуртов здесь. Йогуртов, вареная свекла есть. Оливки, огурцы, это у нас что, короче, перец. Тут какая-то сигнализация, включилась, я не знаю, что за сигнализация, надеюсь, вы меня слышите. Сейчас я вам покажу еще ряд с овощами. И еще хочу сказать отдельно вот про этот казан. Этот казан всегда на этом месте всегда. И каждый день какой-нибудь будет плов. То пакистанский, то узбекский плов. Вот сегодня у нас опять узбекский плов. Альберт каждый день его ест, кстати, говорит, очень вкусный плов. Смотрите, огромнейший казан. Это блюдо в горшочках. Такая красота, посмотрите. Это у нас получается так, что это такое написано, я не поняла, шведские фрикадельки. Даже есть шведские фрикадельки. Потом зеленая стручковая фасоль. Посмотрите, какая красота. Потом у нас идет шибидис, тушеный ягненок. Прикиньте, тут даже есть тушеный ягненок, представляете? Короче говоря, здесь можно обожраться так, что вообще будет живот болеть. И здесь все очень вкусно, на самом деле, вот так. Вот куриное рагу с луком. Посмотрите, какое куриное рагу. Отдельно хочу сказать про супы. Здесь очень супы вкусные. Борщи, щи, суп лапша даже есть вот так. Вот сегодня у нас рыбный суп. Представляете, вот я вам сейчас вот так открою и покажу. Посмотрите, какой ароматный, горячий рыбный суп. Очень, между прочим, вкусный рыбный суп. Здесь вот всегда тарелочки и ложки, здесь все есть. И вот суп из спаржи вот так выглядит, да. Вот этот вот отдел только для супов. К супам всегда здесь есть вот сухарики, зелень и также приправы. Прикиньте, даже приправы. Сегодня вообще рыбный день, и поэтому очень много блюд из рыб. Посмотрите, здесь готовят тушеный кальмар, грибное сате. Посмотрите, какое красивое грибное сате. Просто все блюда прямо как сказки, прям такие яркие, красивые, да. И тут котлеты и негола. Кстати, очень много здесь котлет. Посмотрите, вот котлеты и негола. Это же вообще красота такая. И здесь рядом рыба. Альберта любимое блюдо рыба. Он каждый день здесь ест рыбу, да. И очень вкусно, говорит. Посмотрите, вот как рыба выглядит. И вот смотрите, как мужчина жарит на больших таких этих казанах рыбу. Очень вкусно, витамин. Очень вкусно, да, очень вкусно. Барабура, Да, барабулька. Кстати, барабулька самая любимая рыба Альберта. И даже к рыбе, посмотрите, приготовили вот так вот лимон. И вот смотрите, тут сколько рыбы. Ни разу это не красота. Специальный вот отдел есть диетического меню. И также есть детский отдел для детей специально приготовленных. Я еще до них пока что не дошла. Если я не успею, то какой-то... Ну вот, хочу сказать, для кто на диете, смотрите, специально вот так вот приготовили вот овощи, только приготовленные на пару. Сегодня какая-то даже паэлья есть. Вот посмотрите, рис с чем-то там. И макаронных изделий очень много, кстати говоря. И спагетти, и макароны. Вот посмотрите, макарошки здесь. Вот тут спагетти. И к ним вот соусы, посмотрите, разные соусы. И тут уже вот девчонки приготовили, да, вот тоже соусы. И они потом вот на этих сковородках еще дальше жарят. А вы посмотрите, какие специи вот. И есть всякие ингредиенты к макарошкам. И хочу еще сказать, смотрите, здесь также есть томатная паста, томатный кетчуп, да, он всегда здесь лежит, это к рожкам. И также есть натертый сыр, специально готовый уже к рожкам. И посмотрите на картошку фри. Картошка фри есть и на завтрак, и на обед, и на ужин. Всегда для детей и для взрослых готово. Дети вообще обожают картошку фри. И еще отдельное внимание хочу уделить вот этим луковым кольцам. Они, офигеть, очень вкусные луковые кольца. Посмотрите, вот, всегда в наличии. Кстати, на завтрак, на обед и на ужин. И также наггетсы, любимые наггетсы детей. И особое внимание, Дустар,
на эти сладости. Это офигительно вкусные. Вот эти печеньки и макарошки я пробовала. Да, они вообще очень вкусные. Особенно вот этот черничный. Посмотрите, ну не красота, что ли? Вот посмотрите, сколько тут сладостей для любителей, для сладкоежек. Это просто отвал башки. Ну разве не красота? Посмотрите, это же просто обалдеть можно. Дети просто не отходят от этого места. Посмотрите, даже какая бочка с шоколадным тортиком. Это бочка с шоколадным тортиком. О, каких только сладостей тут нету. Это холодильник, Достар. В этом холодильнике хранится вот белый шоколад, коричневый, черный шоколад, да. И вот такие вот даже, я не знаю, что это, как это назвать, я даже не знаю. И, конечно же, Достар, национальные блюда, вот турецкая пахлава. Она тоже очень много разновидностей. Вот здесь тоже турецкие сладости. Также гостей всегда здесь встречают живой музыкой. Представляете? Иногда тут на гитаре играют, иногда на скрипке. Развлекают таким образом гостей. И еще, Достар, здесь есть и компоты, и чаи, и кофе. Вот даже в пакетиках чай есть, лимон, мята есть, кофемашина, турецкий чай. А насчет фруктов, друзья, фрукты всегда здесь свежие и очень много разновидностей всяких заморских фруктов, которые я даже не знаю, честно говоря. Все виды фруктов есть. Вот посмотрите, полный стол фруктов. Посмотрите, сколько здесь фруктов. Таких фруктов, некоторых фруктов я даже в жизни не видела. Также есть, вот смотрите, арбуз нарезают, дыни тоже нарезают. Очень интересный такой фрукт, да. Вот, прямо такой яркий, красочный, я не знаю, что это за фрукт, да, но вот он выглядит вот так, в разрезанном виде. Также и ананас разрезали. А здесь на гарнир есть и картофельное пюре, и рис есть, и булгур есть. Кстати, еще забыла сказать про мороженое отдельное. Вот смотрите, здесь есть и шоколадное, и ванильное, и всякое фруктовое мороженое дают детям в стаканчиках. В Турции очень вкусный хлеб, я просто обожаю хлеб, но я стараюсь его не есть, но он просто обалденно вкусный. И здесь есть булочки ржаные, белые, черные, сладкие. Нифига себе, сколько кальмаров или какое-то, что это такое? Креветки. Посмотрите, сколько креветок, Достар. Люди здесь обожают креветки. Вот стоят очередь за креветками. Тут даже есть лосось запеченный. Прикиньте, Достар, посмотрите. Огромная такая прямо, это я не знаю, как называется, лист, и там лосось запеченный. Представляете? Короче, я же говорю вам, тут есть абсолютно все. Любые блюда, какие вы только захотите, какое только вы во сне даже не можете представить. Все блюда. Прикиньте, даже есть шпинат со сливками. Представляете? Вот, смотрите, шпинат со сливками. Простите, конечно, я все вам не успела снять, но и тут невозможно успеть все снять. Тут уже все открыли ресторан, не смогли людей удержать. Но тут, что я вам хочу сказать, все блюда очень вкусные, очень вкусно повара готовят. И я даже, когда сюда зашла, видела тут так, что, знаете, к каждому блюду подходил, главное, шеф-повар, да, и проверял, смотрел, все ли красиво они поставили, даже пробу снимал, прикиньте, вот так. И вот таких вот залов, между прочим, очень много. Также есть террасы, на террасе можно сидеть. Короче говоря, территория ресторана, это основной ресторан, огромная. Друзья, я немножко поспала. Пока я спала в одежде, мерзла, на улице дождь идет, этот искупался. Ты искупался? Да, вот здесь. Прям в бассейне? Нет, море. Конечно, бассейн. Ух ты, не секрет. Нормально там вообще прыгаете. А? Нормально иди прыгай. Да. Сверху даже хлопает, когда прыгаешь. Да? Кто хлопает? Какие-то женщины. Какие-то женщины? Тебе что ли? Хиншиға еще хуже бар пикра. Роман. Азалия,
Папа хлопает какие-то женщины с балкона, когда, оказывается, он прыгает. Прикинь, в бассейн. Что там хочешь показать? Короче, нам какой-то презент принесли. Сейчас я его покажу, Достар, какой здесь презент делают этим Нет, это вот туристам, Эльвина Турдан по презенту. клиентам. А? Эльвина Турдан, потому что прям буклетовары. Эльвина Турдан? Они, которые мы кого купили? А мы же тур всегда берем у Эльвины тур. Уже несколько лет подряд мы ездим с ней. Огромное ей спасибо. Она каждый раз нам делает какой-нибудь презент. Прикиньте. То нам кабанчик дают бесплатно. И вот на этот раз какой-то презент. Еще 2 кабачка, она сказала, написала сегодня, что бесплатно у вас уже забронировано. 2 дня подряд. О, нифига себе. Шикарный нам этот накрыли стол. Это презент от отеля. Что только тут нету. Вино. Вино поставили. Виски. Виски? Ага. Водка абсолют. Водка. Абсолют. И шампанское во льду. И шампанское. Во льду. И фисташки, О, орешки, пахлава, шоколад белый. Весь. Я в шоке, блин. Нифига себе, Вот такое это гостеприимство. Короче, друзья, сейчас я вам сделаю рум-тур. Почему я тихо говорю? Потому что Азалия спит, мы все немножко поспали. Сейчас я вот стою во входной группе, и вот слева от меня ванная комната. Вот заходим. Кстати, эта ванная комната меньше, чем в том Добби Дане отеле. Сейчас, подожди, ребята, вот смотрите, вот такая вот ванная комната. И здесь вот душевая кабина. Здесь несколько полотенцев. Кстати, халатов почему-то нету. Халат есть? А? Халат есть. Халат есть? Где? Он же. Халаты, оказывается. Это не те халаты. Банные халаты еще не должны давать. Тут же. Нет, это другие халаты вроде как. Ну вот, короче, и вот с этой стороны прямо шкаф стоит. Тут мы вот свой чемоданчик оставили. Смотри, Ковчеги. смотри. Вот это, допустим, туалет тебе выключается. А что ты мне покажешь? Вот эта фигня горит. Че? Горит. Че Полностью. горит? Вот это что ли? Да. И че горит? Ну, освещается. Хоть и свет туалет выключен, что ли? Да, смотрите. Ой, Аллах, как будто элеме курхедем тебе было. Во. И че? Ну вот все выключился, че Вон, горит? смотри, горит. Эй, Аллах, все, давай дальше курхет атухин. Давай дальше рассказывай сам тогда. Кыпылғасың. Давай кыпылғасың, рассказывай дальше. Неме қытырлаң, менің рум турғайна куте. Я хотел вот это показать всем. Немеке горит? То, что туалетта свет горит, что ли? Вот это раковина горит. Все, иди. Короче, Достар, вот смотрите, заходим сразу же вот с коридорчика в вот такую большую просторную комнату. Эта комната, кстати, больше, чем в том Добби-Дане. 2+1, да, ну вот с ребенком, если берешь номер. Вот тут маленький, как диванчик, диван-кровать, да. А здесь не кровать полноценная, а в том Добби-Дане была большая полноценная кровать. Стояла вот такая вот одна кровать большая, и стояла чуть-чуть поменьше кровать в том Добби-Дане, который находится в Белеке. А в Кемере Добби-Дане вот какой-то типа маленького диванчика, не кровать. И вот стоит 2 прикроватных таких вот, один вот такой столик и вот такая вот тумба. Светильники стоят и кровать. Обратите внимание на кровать. Кровать капец, Достар, высокая. Вот чтобы вы поняли, какая она высокая. Сейчас я вам покажу. Вот. Посмотрите, какая она высокая. Видали? У меня ноги вот болтаются, до пола даже не доходят. Прикиньте, капец высокая. Мне не нравится, потому что приходится вот так вот прямо забираться на кровать. Это же вообще высоко. Ну, постель все, конечно же, хорошего качества. Прям приятное дело. Мне нравится здесь вообще постель. И вот такая вот зона. Здесь телевизор. Здесь есть чайник, чай, кофе и капсульная кофемашинка стоит. Прикиньте, даже есть капсульная кофемашинка. Также есть холодильник здесь. Напитки ставят каждый день. И всякие снеки к пиву там. Кондиционер, конечно же, есть. Но номер, который с бассейном, он очень сильно отличается от номеров, которые без бассейна. Без бассейна номера, они более такие красивее. Вот. Это выход на балкон, на террасу. И здесь у нас свой бассейн. Сейчас я вам покажу. Вот, дверь здесь могу открыть.
Вот дверь вообще очень тяжело открывается. Вот посмотрите, вот такая вот терраса. Ты че, Зарядка девушка? Алла! Эй! Че так? Язык? А? Классно. А? Классно. Классно, зарядный гель. Нравится? Это сколько? Это 40. Метр 40? Нифига себе. Вот такой вот, достар, наш бассейн. Это не только наш, конечно. Ой, алла. Альберт рахатланенде. 2 лежака с зонтиком, достар. И потом вот здесь стол и с 2 стульчиками. Короче, зона отдыха, терраса. И здесь вот есть спуск на бассейн. Идет дождь, конечно же. Вот здесь прямо стоит вот знак метр 40. Бассейн, короче, на несколько соседей. Вот, с этой стороны у нас соседи, видите, вот, у них там тоже есть бассейн, вон на несколько соседей. И с этой стороны, вот, также на несколько соседей. И вон там вон тоже мужики купаются. Где купаются мужики? Им нравится купаться под дождем. Очень красиво, конечно же. Но под дождем я бы не рискнула купаться. Сейчас я вообще говорю, уже мерзну вообще сильно. Я сюда греться приехала, и вообще. А тут, блин, дождь. Прикиньте, впервые вообще такое вижу, чтобы в Турции шел дождь. Я еще ни разу в Турции не заставала дождя. Уфиням пошибись, ушленем дагуми. Офигеть, ушленем. Вообще вот не теплый. Или прыгнем? Нет, Вообще еще нет. yok. Давай. Нет. Вообще все. Ну, я же видите, алғасын. Үскен кішіге, конечно, шеп. Отрезвеешь. Мана Турцияда хин яланға сүйрегенде бірде хин не стесняешься, Альберт. А не, дома стесняешься. Видели, да? Вот дома, да, когда без одежды снимают, стесняется, плачет. Нельзя так снимать, в трусах меня не снимай, мой большой живот не показывай, все надо мной ржут. Он вообще очень комплексует из-за своего телосложения и всегда мне говорит, вот надо мной все подписчики ржут, говорят. Я говорю, пускай ржут. И что теперь такого? Как будто ты один такой единственный мужчина на всю Россию с таким животом и с таким телосложением. Да половина России, даже больше половины России с таким телосложением ходит. И ничего страшного. Зачем так комплексовать? Я, допустим, никогда в жизни не комплексовала из-за своего телосложения. И никогда не стеснялась своего большого живота. И мне всегда было странно, когда люди комплексовали из-за своего телосложения. Я вот очень даже удивлялась. Вот у меня, потому что вообще не было комплексов. И для меня это странно было, когда люди комплексовали из-за своего веса и скрывали свои недостатки фигуры. Я никогда в жизни не скрывала. Я наоборот говорила, ходила вот так, вот, смотрите, живот есть так живот, что теперь сделаешь? Пышка так пышка. Обвисла кожа, так обвисла. Морщины есть, так и есть. Я показываю всегда все как есть. А многие же скрывают, под одеждой скрывают, фильтр включают. Ну ладно, короче, сейчас не об этом, а о бассейне. Вот, короче, лепота, доктор. Альберту нравится, он вообще кайфует. Что, как ощущение? Вообще классно. Вода теплая? Вообще. А? Вообще теплый. Да? Да. Это надо засунуть. Только минуту жирварма. Нифига себе, хуёла. 20, где-то 8, где-то 29 градусов. Блин, гуда елырагняң башы, достар. Чем тоже тайняң башы. Это бассейны теплые, между прочим. Я төшмейм, Альберт, төшмейм. Ну, куркам, беши. Кофта киіп жүрейін мұнда. Впервые в Турцияға мен кофта киіп жүрейін.